Видеоока «Аносплав» находится в Доме дружбы народов. Здесь проходит выставка Юрия Филипповского. Юрий, добрый вечер. Добрый вечер. Расскажи, пожалуйста. У меня цикл картин на евангельские темы. Вот первая картина, которую я тут показываю на этой выставке, «Поклонение волхвов». Но чем она отличается от других? Русские, российские художники, они реалистично изображали эту тему, ездили, вот Поленов конкретно туда, в Палестину, с натуры писал там всех этих персонажей. Вот. У меня совершенно подход европейский, как работали вот художники в Голландии, они Голландию рисовали. Значит, немцы Германию рисовали, свои эти места родные. Французы тоже дома рисовали. Итальянцы тоже свою Италию. Ну и я свою коми. У меня, значит, вот конкретный стол из избы. За ним многие мои друзья сидели, обедали, ужинали. Окно, коми-изба, диванчик и персонажи. Этот вот средний персонаж, он вообще трещина на печи. Понимаешь, я его с натуры трещину срисовал, потом вот этот образ создал. Это у меня сын в Мухе учился. Он приехал, говорит, папа, говорит, на Бушуева похож. Я говорю, так Бушуев-то он же ведь тоже наш, он же с Кудымкара парень. Вот. А потом, когда я спросил у священника Биби, что такое Смирна, потому что волхвы подарили золото, это, мне, я вот кусок золота нарисовал, я же не знал, какое оно. Ладан, смола вот в чашке. И Смирна в кувшине, это благовоние, что-то наподобие ладана. Вот. И сама Богоматерь получилась тоже. Вот табуреточка наша. Все, короче говоря, наша среда. И как-то она у меня, эта картина, на одном дыхании написалась совершенно. В каком году? Был юбилей этой республики, к юбилею республики. 2001, да? Даже я не помню. Вот здесь... Тут условно. Это условно. Все названия и даты так. Несколько условно. Это, значит, картина, она недавно написана. Вот здесь немножко давайте будем говорить сюда, чтобы громче было. Это, значит, «Поклонение пастухов». Написано буквально вот перед выставкой. Начал-то я ее давно, но постепенно все так вот развиваю, усложняю. Персонажи здесь конкретные, которые читаются, они мне знакомые люди, и не случайно сюда попали, но в принципе пастухи. Богоматерь. Поскольку пастухи, они волхвы, они пришли с подарками, с дарами, все, а пастухи, они просто прибежали на это, как бы приперлись. Богоматерь немножко на них отрицательно так среагировала, не смотрит на них. Как незваные гости, да? Так можно сказать. Это, значит, у меня евангелисты, парные диптих. Значит, здесь Матвей, Лука и Матвей, там, значит, Марк и Иоанн. Это Евангелие, 4 евангелиста. Вот. В середине, значит, композиция, значит, монастырь Архангела Михаила в Великом Устюге. Значение Устюга на севере для развития северов российских, оно очень, очень большое, потому что город не случайно имеет столько мореходов, первооткрывателей. Это и Дежнев, и Хабаров, и еще ряд там
Вот. Потому что по Сухане сплавлялись в Двину, по Двине в Белое море, а жить-то на Сухане легче было, чем на побережье. Поэтому спуститься вниз по речке не так и сложно, да и подняться под парусом не сложно на кочах. А развитие севера, вот эти наши, можно сказать, Устюг это тоже поморский город. Вот. Я сам родом из Бельска. Бельск это левый приток, Вага река, левый приток Двины, поэтому все это для меня как бы родные места. Предки у меня верховажские, Верховажье, там рядом Тотьма и Устюг. Все это было пройдено. Вот. Первая картина, которая Здесь, подойдем поближе. христианский смысл, тему раскрывает. Это вот у меня было первое произведение. Написана она была в 87 году примерно. Это выставка, я готовился к выставке в Мурманске, к зональной. Вот в этом году будет зональная выставка в Мурманске снова повторяться. Вот. Но тогда у меня ни одной картины, я представил несколько, да, не несколько, а работ 12 на обозрение. Сначала меня председатель похвалил, потом ругнул Рэм Ермолин, и понеслось. Ни одной картины не взяли. Потом продолжу. Все-таки на Мурманск я попал. Так, здесь Другая что? картина. Это значит, картину родила рама. От рамы начал плясать, потому что рама сделана из 2 пианин. Вот это такая рейка, только на одном пианине, это на втором. Потом я придумал, как соединить, и вот «Красный Октябрь» называется. Конкретно название «Красный Октябрь». Так, и здесь изображена у нас Здесь, революция. да, здесь вот на переднем плане лежит юнкер, жертва революции. Мимо бежит матрос, как Михалков писал, стреляет на ходу. Вот тут и к блоку какие-то отношения, и к празднованию там красные стяги, в общем. Такая довольно и декоративная картина, и философская получилась. Да. Неординарная. Да. И сама рамка неординарная. Так, здесь у нас что? Здесь, значит, коллективизация. Коллективизация, да? Коллективизация. У меня дед по матери первый председатель колхоза Вельского уезда. В 1924 году он организовал Ленино-Ульяновскую коммуну. В 24 году? Да, в 1924. Там 7 мужиков объединилось, было товарищество по обработке земли, ТОС. И вот с таким названием. Вот. А потом его, значит, приняли в партию, ну, можно сказать, загнали в партию. И ездил он по уезду, организовывал колхозы. Вот. Так, а там кресты что олицетворяют? Ну, кресты, они всегда олицетворяют там кладбище. Смысл коллективизации-то она ведь не очень-то добровольная. Вот, когда они в 1924 году организовывались, это было добровольно, а потом-то уже не совсем добровольно. Все были, значит, загнаны в колхоз. И дед, у него тоже судьба по-своему была довольно трагичная, потому что он был участник Морозовского восстания. Это когда кронштадтский мятеж был. Восстание охватило и Ярославскую, и Вологодскую, и Архангельскую губернии. Было жестоко подавлено. Вот он был участник, потом его в 30-е годы выгнали из партии, пнули под зад. Но, слава богу, он был ранен в империалистическую войну, не расстреляли ничего просто.
выгнали из партии, из этого. Он был председателем райисполкома. С должности скинули. А здесь у меня, значит, картина посвящена другому деду, Дмитрию Дмитриевичу Филипповскому. Дед погиб на Волховском фронте смертью храбрых, потому что тетка, сестра отца, пенсию получала, она малолетка была. Отец в это время был на фронте, мать, бабушка моя Елизавета, она померла от горя, потому что на отца тоже принесли похоронку с Курской дуги, хотя он живой остался. Но мать-то не знала. Вот. Брата в школу юнг на Соловки устроили, он конец войны захватил. Вот. И не осталось ни одной фотографии. Но когда у меня родился внук, я подумал, что дед на меня похож. И я, значит, вот свой портрет навзничь как бы опрокинул. И как бы вот это вот, видишь, глаз, нос, моя борода торчит туда. Но дед был рыжий, я-то брюнет, а он-то был рыжий. Поэтому я вот написал его рыжим таким. Здесь вот, значит, поскольку отец воевал на Курской дуге, как раз под Прохоровкой, участник этого сражения. Это вот профиль мой, это вот жены, взгляд на историю.